Да, разумеется. Я надеюсь, необходимо провести расследование по поводу всех инцидентов, которые привели к захвату власти в Киеве. И данное расследование должно быть проведено и оппозицией, правительством. Сейчас они пытаются отказаться от этого. И если бы было проведено тщательное расследование, тогда, я думаю, всплыли бы более интересные факты, потому что американские СМИ, которые вы упомянули, они просто проигнорировали данные телефонные переговоры, которые появились в интернете, когда министр иностранных дел говорил, Эстонии говорил о том, что снайперы стреляли и по митингующих, и по полицейским, но возникает вопрос, кто все-таки организовывал это, кто занимался провокацией полицейских в Киеве, кто бросал в них коктейли Молотова, камни, кто провоцировал все это, кто поощрял митингующих. Необходимо провести полное расследование всех этих инцидентов, и тогда, я думаю, всплывет новые обстоятельства, и возникнет совершенно другая картина, которая отличается от той, что нам представляют американские СМИ, и в том числе американские и европейские политики. Мы продолжаем обсуждение в Совбезе ООН. Некоторые западные коллеи заявляли о том, что что они приветствуют новые власти Украины, но все-таки это сомнительно. Ведь это насильственная смена власти, это не демократия. И есть еще один элемент, который всплыл в данных переговорах между главой МИДа Эстонии и Кэтрин Эштон. Мы в консультациях, которые проводили вчера, после уже заседания, говорили о следующем. Глава эстонского МИД говорит о насилии, которое применялось по отношению к депутатам Рады. Один из журналистов говорил, что одного из депутатов избили в центре Киева перед зданием. И в том числе к некоторым депутатам Рады приходят люди и угрожают. И вот вся эта атмосфера вокруг работы парламента, эти запугивания, насколько я понимаю, запугивания в отношении представителей партии регионов, которая ранее представляла большинство, и продолжает оставаться достаточно крупной политической силой. Вся эта атмосфера не способствует демократическому процессу и не дает возможность новым властям, которых приняла Рада. Но в том телефонном переговоре глава МИДа Эстонии говорит, что новые власти Украины не собираются, не хотят проводить расследование. Как тогда можно привлечь ответственных к суду? Я думаю, что нужно провести расследование и, возможно, подключить международные органы к этому. Я думаю, что правительство и международное сообщество должно озаботиться этим. И сейчас в Киеве есть представители ООН, и я думаю, они поднимут этот вопрос в переговорах с представителями Киева. Вашингтон продолжает скептически относиться к роли России в Крыму. Что необходимо сделать для разрешения напряженности? Напряженность в Крыму нужно решить путем конституционного процесса. Необходимо вернуться к основным позициям соглашения, которое было подписано 21 февраля. Необходимо соблюдать диалог между различными регионами Украины, между различными категориями населения. Все регионы должны быть вовлечены в этот процесс. Согласно соглашению, подписанному 21 февраля,
Только после этого можно начать конституционную реформу. И сейчас мы видим, были назначены выборы на 25 мая, но мне кажется, что если это не будет производиться в соответствии с Конституцией, то мы видим дальнейший хаос. Это не поможет разрешению конфликта в Украине. Мы видим, что сейчас, возможно, будут введены визовые санкции и замороженные активы украинских и российских чиновников. И вот мы видим, что это будет сделано в отношении людей, которые угрожают суверенитету Украины. Что было уже сделано? Введены какие-то санкции? Я не могу это подтвердить, я не представитель американской стороны. Подтверждаете ли вы, что существует угроза, что такое может произойти, что данные санкции могут быть введены? Не знаю, они это утверждают, но что произойдет, не могу вам сказать. Разумеется, если они пойдут по этому пути, то это не поможет, не будет способствовать диалогу, потому что, с одной стороны, говорят, нужно вовлекать Россию в диалог для разрешения кризиса в Украине, с другой стороны, они угрожают введением каких-то санкций. В любом случае, важность проблемы заключается в следующем. В принципе, проблема настолько существенна, что такие санкции, они не будут способствовать ничему, они просто это дополнительный раздражающий фактор. Я не думаю, что это конструктивно пытаться угрожать России какими-то санкциями. Вы также подняли вопрос об угрозе со стороны экстремистов в Украине. Достаточно ли внимания он привлекает со стороны ваших коллег? Нет, потому что, опять-таки, он касается истинного характера власти, которая сейчас установилась в Украине. Некоторые оппозиционные лидеры, например, премьер-министр, исполняющий обязанности премьер-министра господин Яценюк, они фактически пришли к власти при помощи этих радикалов, которые продолжают ходить с флагами Степана Бандеры. И это нацистская идеология, которую они проповедуют. Я думаю, что наконец-то мои коллеги должны понять природу той власти, которая установлена в Киеве. Это не имеет ничего общего с демократией. Это еще одна причина, почему все нужно вернуть к истинному политическому процессу, снова вернуться к вопросу конституционной реформы. И сегодня те, кто в правительстве Украины, если они хотят, чтобы их воспринимали как демократическим представителями украинского народа, то они должны дистанцироваться в достаточно категоричной манере от тех, кто использовал насилие в качестве метода достижения власти. И необходимо отказаться от таких методов действия и от угроз похожих действий на юге и востоке Украины, а там очень озабочены этой ситуацией. Итак, с нами был представитель России в ООН. Большое спасибо.